Очень хорошо, живописно рассказывали, что у вас был дядя такой, Захаров, по-моему, Да, фамилия его. И он был кулачный боец, такой, и сам по себе крепкий очень мужчина. Вот. Я-то ведь занимаюсь историей, не просто историей, а историей, как люди боролись, как проводили праздники, как силой мирились раньше, когда-то. До того, как у нас начались олимпийские виды спорта и прочее. Эта история у вас хорошо описана в вашей книге, с вашим участием, Геркулес и Мордовия. Да. Вот. А я немножко более древние вещи раскапывал. И вот сегодня на празднике с ребятишками как бы мы вещи такие, как метание ножей, топоров, копий, как вот раньше богатыри сражались, стрельба из лука, вот, и состязания силовые, и в том числе борьба, как вот я ее мордовской говорю. Ну, раньше там называли, так и не называли, но тем не менее во многих источниках, что мордва на праздниках боролись. Вот, а ваш рассказ был, что всего рождественно на Ичалке, стенка на стенку, то есть людям это нравилось. Мы как-то вот находили себя в этом, какую-то энергию выплескивали, еще что-то. Ну вот. Удаль молодецкая. Удаль молодецкая. Ну вот хотелось бы еще да. разочек этот рассказ вот услышать в вашем лице, в вашем пересказе. Так, значит, был такой сильный товарищ, не Степан, а Роман. Он имел где-то под 2 метра ростом. По фамилии Захаров, да, я правильно помню? Да. Роман Захаров. Да. Вот. Жили они вот здесь, вот тут вот село Рождественно, как бы ограничен между 2 речками. Вот одна здесь речушка, и вот вторая речушка. Там. Это вот как бы засохло, считай, только половодье она здесь. А там вот все-таки немножко сырзавод, вот, там сырзавод пускает все туда, бяку. Вот. И вот тогда были деревянный мост. Вот, на Ичалке разделялись рождественно. Был деревянный мост. И здесь Баево разделялось рождественно. Тоже был этот деревянный мост. Вот. И вот как раз вот около этого моста жил этот Роман, недалеко. Баевского моста. Около Баевского моста, да. И вот как вот так случалось, первые почему-то начинали Мордва. Мордва — это страна Ичалок, да? Да, страна Ичалок, вот. А Баевские — это кто там в основном жил? А Баи там русские жили. Русские. Ну тоже русские такие, село Баево. Но все равно другое село. Да, другой. И причем, вот смотрите, вот в Баеве говорили на а в Рождестве на О. Рождество, Рождественно. Вот. Это вот как-то уже вот. И на Пасху, естественно, вот начинали, у того моста выходили. Да, еще этот, был, в Ичалках был тоже сильный мужик, прозвище Король. У него был Король. Он был этот, если Роман был высокий, то это был как раз маленький такой, но шире в плечах вот нам 2 наших с тобой было. Вот такой широкий вот. Как вот это мне рассказывал дядя Степан. Это вот как раз, это был племянник того Романа. Это он мне рассказывал. И вот начинают Мордва, идут стенкой. Начинали пацаны сначала. Стенка — это где-то вот на мосту, что ли, сходится? Да, они там собираются на мосту и идут стеной. Наши тут встречаются вот где-то вот посреди села. Романа нет среди них. Вот. И вот нас как бы теснят. Да, тут вот как начинает. Как они только заходят, На вашу сторону. Тут, естественно, их встречают. Идут, там их бьют, тут подходят люди, так собирается куча, тут, так эти уже все собрались, а эти идут. И вот их теснят. И
прижимает к самому, так, к К этому Байскому мосту. мосту. Вот если к этому мосту прижали их, то все, это значит Мордва Победил. победили, да. Это ничего, что я так говорю, Мордва Ничего, русские. ничего. Вот Ну, как было, есть, да. так есть. Вот. Ну, когда вот до середины села подгоняют, идут ходатай посылает к Роману. Роман, ну что ты, неужели ты позоришь? Ну, нас прижимают. Да это ж позор, смеяться будут весь год. Всю масленицу, тут масленица начинается. Вот и все. Наливает ему бутылку. Выпивает. Ну, может, не бутылку, может, стакан, да это так уж. Чарку. Чарку, да. Выпил. Мало. Вторую наливает. Вторую наливает. Вот потом второй выходит. И вот, понимаешь, он был, вот толпа, он как это Ваницкий про кого-то сказал, на этаж выше. Вот из толпы он выделялся на целую голову. Вот такой он здоровый. И когда он выходит, все, естественно, тут наши осмелели, наши, как будто это... Воодушевление. Да, воодушевление, подъем такой, и пошел. И тут уж прямо это сначала вроде силачи. Тут вот как они сходились, вот король и этот, и Роман. Ну, так было, что Роману даже запрещали, он перчатку носил. Ему нельзя было правой рукой бить. Вот такое вот было. Вот. Если он ударит правой рукой, то это мог быть... То есть только левой. А? Только левой. Да, вот, только левой. И это смертельно. Вот. Ну а тут уж, видимо, и я уж и точно не скажу, как он это. Пользовался здесь это правой рукой или не пользовался, или только одной левой, это я уж вот не скажу. И тут уж потом, когда вот это вот, они между собой, значит, побеждал Роман, и когда он выходил, и тут уже в панике бежали. Тут уж, конечно, и вдогонку. Лежачих, конечно, не били, все было. И там вот как бы между это поляна, вот там вот, такая речка, она как бы... За мостом. За мостом. Вот. Нет, вот мост это как здесь вот, а тут поляна. И вот на той поляне, а вот такой же был порядок. Если прижали наших сюда к мосту, здесь должны накрыть поляну. Ага. Вот. То есть кого прижали, тот поляну накрывает. Да. Вот туда вот. И, ну, бывало и так, что здесь когда-то, но чаще, как он мне говорил, что поляну накрывали чаще там. Да. Да. То есть вот как бы уже дружились после этого. Да, это была самая настоящие игры, вот настоящее веселье, пляски, танцы, все это было. Игры еще добавочно играли. Вот такая вот история. Вот про него рассказывали, вот, допустим, лошаденка у него так не больно была лошаденка, но слабая. Поедет в лес за дровами, лошадь застрянет, не везет, он лошадь выпрягал, сам впрягался и вытаскивал. Жалел. Ну, конечно, жалел, и сил тут он мог показать. И еще вот один случай, тоже вот дядя Степан рассказывает. Сам дядя Степан тоже был очень сильный товарищ. Вот он в свое время грузчиком ходили в порт, в Самару, грузчиком. Вот. Тут это как бы вот как подряд такой был у них, вот, как бы бригада собирается. Даже в Самару, не в Нижний, в Самару. В Самару. Это далеко. Вот, в Самару. Вот. И в Самаре он был груз. Вот седло. И Роман ходил как бы туда. И вот потом дядя Степан тоже туда ходил. Вот это вот как бы, ну, этим жили, откровенно говоря. И еще тут вот скот гоняли туда. А вот дедушка в Аскане был, Воробей, он один раз также с бригадой в Ростов гоняли даже
скотину. И вот ему дали там же. Он На всё- продажу, да? Да, на продажу. Обмен, продажа, как и там, я точно не скажу. Наверное, продажа, конечно. И он, деньги ему дали, он это пропил, и вот с Ростова шел пешком. Естественно, где собирал, где чего, где. Да, кстати, вот этот дядя Васькарь Воробьев, я так и звали, он это, на дудочке, на дудках играл. Сам делал дудки и играл на дудках. И вот это вот когда вот заканчивался это вот Масленица, начинался праздник. Вот тут он тоже вот играл. И дядя Степан это ваш дядя по материнской линии. Да, это дядя. И Роман из того же рода, да? И да, он как бы вот был племянник. И вот как бы вот дедушку, вот дядя Ваня, вот как бы сыновья, они знали Роман-то. И говорят, ну, Любашка, вот, Царство Небесное, матушка моя, дядя Степан говорит, не пускай в это, в борьбу-то, изломаются, то да все. Вот мы в свое время вроде, вот колени болят, то болит, все болит. Не надо вроде борьбой заниматься. Не надо, как бы, ну, наказывают. Ну, разве утерпишь? Разве это такое было? И вот у нас вот, например, это тоже драка, это было как средство воспитания. Вот эта улица наша, она по-старинному называлась Буяновка. 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 Вот. Вот как бы вот село, вы там ехали, да? По селу ехали, да? Вот здесь вот, кстати. Вот. Нет, вы выехали туда, и вот, Нет, отсюда. Мы Отсюда, ехали да. отсюда, а вы там вот, как вы с этого, до линии не доезжая, вы повернули по селу, да? Ну, конечно, иначе сюда не попасть. Ну, я хочу сказать, что вот Через Смольный ведь вы ехали? Через Смольный. Да, После потом моста налево. перед Магнитом налево повернули. Вот. Да. Это мы называем село. Село. Это у нас улица Октябрьская. Центральная улица. Хотя Вот, и село Рождественное, да еще эту улицу называем село. Почему? Я не знаю. вот смотрите, вот значит это село. Вот здесь вот одна первая улица Тычалок. Одна улица, как уж она называется, Нина? Где? Ну, твоя улица-то. где? Первомайская. Первомайская. А вторая Садовая, да? Садовая. Садовая. А вот третья улица, Вот это наша. наша, Буяновка, Красная Горка. Красная Горка. Красная Горка она стала только после революции. Ага. До Была революции Буяновка. была Буяновка. Почему Буяновка? Вот, допустим, семья живет, и в семье, ну, как это говорят, семье не без урода. И если там он хулиган, то да все, что там это. Ему это не разрешали в том селе и в том улицах строиться, жить. Буяны. Вот сюда ее выселяли. Вот он здесь вот строился и здесь жил. И таких вот То хулиганов, есть ссылка такая. как ссылки, таких вот это Оставьте это как бы я. набирался. Вот целая улица построилась. И Буяновка называлась, поэтому была Буяновка. Вот. В школе вот мы постоянно дрались. Вот так вот начинаем. Ну, дрались, в смысле, кулаками прямо? Кулаками, лежачего не бьют. Все это вот. Вот я, например, дрался, вот когда я не понимал, когда меня так старший брат там так как стравливали. А вот когда я стал понимать, ну зачем я буду бить его? Это же, ну как-то даже не по себе становится, когда приходится драться. Я, естественно, прекратил все драки. И То как есть раз... мальчишеский задор прошел, Да. наступило осознание того, что И как раз я... зачем людей-то бить. Брат этот из армии пишет. Он там начал заниматься борьбой. Ну, естественно, приехал в отпуск, причем первый же год. Как только 3 года раньше служили, вот он год отслужил, выиграл Забайкальский военный округ, выиграл. Его отпуск.
далее. Он приезжает, нам показывает борьбу, и мы начинаем здесь. И вот как бы потом, ой, простите, я тут это дело, вот так сказать, занимался я здесь. На второй год то же самое, он приезжает, дают ему отпуск, то же самое. Ну тут уж у нас, у нас тут уже команда была. У нас около дома турник сразу был сделан, это штанга самодельная, вот колеса тракторов-то мы на ломьях, и вот у нас это было. И боролись на лужайке, прям в этом. На реке, река у нас прям на задах была. Мы вот 10 лет жили, в Баеве как раз жили, на Рукоревке. Ну, это был уже какой год примерно? Это был 53-й Ну, в год. это время еще стенка на стенку сходились. Вот, между прочим, у нас уже не сходились. А вот в Балдасах там, вот эти вот села, там сходились. Вот Морозов Николай Георгиевич, вот когда к нам приезжал сюда, Иваницкий, и вот он рассказывает. Он был директор МТС, он едет, как бы, едут они там с этим, ну, с бригадой, как унять, чтобы там не дрались. Ага. Вот. А среди них там бригадир или кто-то тракторный говорит, вы, говорит, пока подождите, а мы сейчас там подеремся, а потом приезжайте. Ну, все понимали, что это вроде такая, как бы, безобидная. Ну, то есть начальство спустило, что вроде надо прекращать. Да. Вот А людям-то охота. людям охота. И вот даже вот среди которых, вот рассказывайте, едет как бы смирять, то успокаивать. Не надо. Полномоченных. Полномоченных. Они сами попасуются там. И потом вроде идут, когда уже все они закончат, когда начинает выпивки, угощения. Ну, вы вот сами, когда еще помоложе были, когда в таком мальчишеском возрасте, когда еще как бы казалось, что драться это здорово, да? Здорово. Да. Здорово. И вот в этих стенках, там на праздниках приходилось принимать участие. Да, приходилось. Вот как-то вот этот вот именно эпизод такой расскажите, как это вот с вашим участием. Что-то, может быть, приходит, вот, Ну, воспоминания. как? Ну вот, во-первых, как вот у нас пацанов были, вот это, если вот мы здесь живем, мы как бы это, на праздник мы не дружили с тем концом. Если кто-то один придет, значит ее там надают ему. Мгм. Вот надавали его, потом мы тут собираемся, идем туда. Там, значит, попасуемся. Тут и так бывает, и так. И еще вот что, иногда, а у меня, кстати, это, была одна такая, дрались как первая кровь. Удары, кровь разбили, все, выходишь из этой. Из борьбы выходишь как бы из этой. Вот раз тебе раз нос это. Ну, кулаками. Кулаком, да. Вот нос разбили, кровь потекла, все, уходи. Ты не боец уже. То есть, как бы о борьбе там как бы не думали, что Нет, схватить можно, нет. бросить. Такого пока не было у вас. Нет, было, как же не было. Тут и бывало иногда вцепишься в ногу и сидишь там, это не даешь. Подсечки делали. Ну, подсечки, если сейчас вот как бы профессионально-то говорить, это подножки, да? Да. Подсечка, да. Тогда это такого слова не было. Подножка, просто-напросто подножка. Подножка. То есть, ну это в одном поединке, то есть кулаками, значит, раз, два, три, там, схватил, бросил, так что ли? Вроде как, получается. Ну, так, видимо. Да. То есть не разделяли, там, либо драка, либо борьба, или как получится. Да, Как придется, разные. кто как ухватит, да? Да. Кто-то там ударом половчее саданул, а тот его там Да. подхватил, там на подножку поймал. Вот я правильно понимаю? Правильно. А бывало такое, что вот, так сказать, ногой не только под ножку, а может быть по ноге там ударить или как там с ноги-то?
что-то такое припоминается, нет? Вот. Что это, Паша? Всяко нас было. Ну да, да. Всяко было. И так, и понятно. это. Потом, ну, кто здорово нарушал, конечно, как-то какое-то порицание. Ну, то есть до первой крови, там, Да. лежачего не бить. Это ну, уж как, закон. как везде. И чтобы Как в везде. руке, чтобы ничего не И было. чтобы там камень там Да, не, да, да. не зажимать, там ничего в руку, там, тем более железку какую-нибудь, как бы за это наказывали везде. Вот я помню, вот мы жили как раз вот тут, вот болото, Мразин, болото звали, там жили. А вот Сашка Андронов, он мордвин, вот туда подальше, к линии жили. И вот он меня забивал, гад. Кулаками. Да. И чтобы вот, как вот я помню, мы там вот где-то уехали, вот, допустим, там такое, раньше вот такие подвалы были, полуземлянки какие-то. Вот там деремся, значит, братья там старше нас. И у меня кровь. И вот я иду к болоту, кровью заливаюсь, плачу, но иду к болоту, умоюсь. Все, вот это вот мне запомнилось. Вот Андронов меня отколотил раз. Ну вот как отколотил? Кровь разбил, вот это, и пошла. И все, Ну, я... ну, долго, что ли? Да. А вот упоминали вы этого короля Ичалковского. Вот короля этот вспоминал. Был такой момент, но это, так сказать, уже не в вашей памяти, не вы очевидец, а вот дядя Степан, я так понимаю, да? Да. Вот дядя Степан мне рассказывал, как вот король этот вот с Романом, может быть, они один на один сходились. Да. А я уже и сказал. Да. Они сначала вот как бы встретились один на один. Мгм. Вот я говорю, когда вот они пришли сюда, Степана не было, ой, Романа не было. Как Роман появился, тут вот король впереди выходит, и они начинают Один на один. один на один, да. Ага. И вот этот Роман побеждал, и тут уже все пошли. И тут они гурьбой. То есть, по сути, По сути, исход стенки определялся, в общем, кто в данный момент вот между Романом и королем. Да, да, как да, будет. да. Вот так это было такое, да. Вот прям вот идут, прижимают нас к этому, сюда вот, к мосту-то, Ваевскому сюда. Ясно. Но это мы называем стенка на стенку. Это же вот не то, что она вот такая монолитная стена, это просто куча на кучу ведь. Ну, конечно. С одной стороны группа идет с другой, и они же не одновременно вступают в поединок. Вначале, может быть, Пацаны. да? Да. Пацаны. Это как уж заведено. Ну вот вы в стенке-то в этой принимали участие? Нет, не принимал. Только вот как бы... Да, вот там- только по рассказам. У нас вот просто были. Вот даже вот такой случай был. Вот мы Уже в ваше время стенку не строили. да? Нет, я не помню такого. То есть вы просто уж как бы там конец на конец между собой дрались, там боролись, а вот ну Ну, может, стенка не стенка, а кучу на кучу так Кучу было, на кучу. да. Я даже не знаю, как это стенка. нет, но мы-то говорим, что вот стенка на стенку именно на праздник. Да, Именно на на праздник. праздник. То есть, а уже пошла такая тенденция, что как бы запрещать стали. Да, Именно вот эти вот праздничные, традиционные стенки-то. Как вы говорите, вот он пришел уполномоченный, надо запрещать. да, Самому хочется еще последний раз кулаки почесать. да, да, да. Вот. А так, как бы по пацанам, ну кто будет пацанов по улицам ловить? Ну, играют и играют, дерутся и дерутся. Кому до этого дела? До этого никому дела нет. То есть это уже вот как бы такой другой маленечко период, когда вы были в таком возрасте. Яйца катали на Пасху, вот там как раз на поляне. Представляешь, как это было, нет? Я слышал, но не очень-то представляю. Вот, допустим, команда. И здесь команда стоит. Ну, сколько там собирается? Все любители. Вот через каждый метр он ставит 2 яйца. Именно по два, по паре. По паре, да. Раз, там, и вот, однако, и кто-то, кому-то по жребию там такой мяч. Но он не мяч, а вот, как тебе сказать, ну, как бокат у него же это сточен, вот как бы колесо. Деревянный, Нет, это матерчатый. матерчатый. Матерчатый, но это там это.
Ну, что-то там Ну, что-то жесткое. набитый Да, чем-то. жестким все-таки сравнительно. Вот. Так, чтобы, когда он накатывается на на яйцо, Мгм. он не разбивал яйцо. Яйцо не разбивал. Да, То есть яйцо попадешь, оно твое. да. Ага. И ты не одно, а сразу два. И вот А, катаешься. сразу два, да? Да, Ага. это как бы так. А И по катаешься. очереди? По очереди. По очереди. Катнул, промазал, следующий идет. Не промазал, берешь, катаешь Мгм. еще раз. То А есть ты, если попал хочешь, еще разочек, да? да, если ты хочешь продолжать играть, ставь другие яйца. И вот, вот у нас одна, между прочим, вот там вот за линией играли, вот, между прочим, она как вот Николай Михайлович, ему какая-то тетка дальняя доводится, она была хромая, и вот так у нее здорово получалось, она всегда выигрывала. Ну, не всегда, но часто. Ну, понятно. А это сразу же на Пасху, вот на Пасху там яйца собрали, ну, ходят как обычно, Да. ребятишки яйца собирали, и сразу же играть или не сразу? Ну, вот как получится, видимо, раньше сейчас помнишь, как было. Ну, конечно, этот, славить ходили утром, а уж это где-то к полудню, наверное, начиналась такая игра. Все, замечательный рассказ. Владимир Да Александрович. ну, что-то. Нет, нет. Так, ну давайте, попейте чай. Давайте чайку, конечно. Вот.